эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть Жатайского пункта полиции обратился местный житель с заявлением о краже. По словам заявителя, неизвестный похитил с его участка полуторагодовалого бычка. Материальный ущерб составил 70 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный 30-летний мужчина. Подозреваемый совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения. Он приметил бычка потерпевшего, привязанного у частного дома в поселке Жатай. Злоумышленник пробрался во двор и похитил животное. Бычка он увел к своему собутыльнику, который проживал неподалеку. Там же мужчина умертвил животное и разрубил тушу на части. Часть мяса употребил в пищу. Полицейские во время обыска обнаружили во дворе останки животного, мясо которого к тому времени уже успело испортиться. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Нерюнгинские спасатели извлекли мужчину из-под завала в канаве. Обрушение отвала произошло во время углубительных работ. Прохожие заметили, что под завалами оказался рабочий, и принялись оказывать первую помощь и расчищать завалы. Вызвали оперативные службы. Прибывшие на место спасатели откопали мужчину и передали в руки врачей скорой помощи. По предварительной информации, мужчина получил повреждение голеностопа. Также возможно повреждение ребер в результате синдрома длительного сдавливания. Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Нюрбы, обвиняемого в убийстве знакомого. По данным следствия, 10 августа 2019 года обвиняемый вместе с потерпевшим в компании своих знакомых распивал спиртные напитки. Позже потерпевший пригласил приятелей к себе для продолжения застолья. Во дворе своего дома он предложил обвиняемому помериться силами при поднятии гири, на что тот ответил отказом. На фоне алкогольного опьянения между мужчинами возникла ссора, и гость нанес отверткой 3 удара потерпевшему в шею, грудную клетку и тыльную поверхность правой кисти. В результате полученной колотой раны шеи, осложнившейся массовой кровопотерей, потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. В ходе предварительного расследования свою вину в совершении преступления он признал полностью. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Прокуратура Хангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Получил за это штраф и лишился права управления транспортом. Наказание не послужило ему уроком, и он вновь сел за руль после употребления алкоголя. По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 85 часов обязательных работ с лишением прав управления транспортным средством сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. И стар, и млад могут оказаться жертвами мобильных мошенников. Очередной случай доверчивости зарегистрирован в Нерюнгри. 22-летний местный житель обратился в полицию Нерюнгинского района, когда понял, что стал жертвой мошенников. Молодой человек рассказал полицейским, что на его мобильный телефон позвонил мужчина, который представился оператором банка, где у потерпевшего оформлена карта. Лжесотрудник банка сообщил, что мошенники взломали его личный кабинет и пытаются списать с его карты денежные средства. И чтобы избежать незаконных действий снятия денег, необходимо назвать персональные данные карты и продиктовать коды, которые будут приходить на телефон в СМС-сообщениях. Молодой человек поверил и выполнил все перечисленные действия, в результате чего лишился почти 19 тысяч рублей. В немецком городе Лимбург-на-Лане с населением 35 тысяч человек в понедельник мужчина на угнанном грузовике протаранил автомобили, стоявшие на светофоре. Несколько человек получили ранения. Власти квалифицировали нападение как террористический акт. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Несколько пострадавших остаются в больнице после инцидента, произошедшего вечером в понедельник в городе Лимбург-на-Лане, примерно в 70 километрах к северо-западу от Франкфурта на Майне, говорит представитель полиции Маркус Хоффман. На этот час нам известно, что примерно в 17:20 здесь появился мужчина на грузовике. Как вы видите у меня за спиной, он протаранил несколько легковых автомобилей. 17 человек получили ранения, 11 из них уже отпущены домой. Остальные, некоторые из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы, включая водителя. Он задержан и находится под следствием. Как пишут местные издания, за рулем грузовика находился 32-летний уроженец Сирии. Он проживал в Германии с ноября 2017 года. Незадолго до инцидента он силой выволок водителя из кабины, после чего угнал машину и врезался на ней в стоявшие на светофоре автомобили. По данным журналистов, мужчина был известен правоохранительным органам. Ранее его задерживали за преступления, связанные с наркотиками и применением насилия. О его возможных связях с исламистами полиции ничего не известно.
Тем не менее, немецкий телеканал ZDF утром во вторник сообщил, что власти квалифицировали нападение как террористический акт. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.